Стой, стой. Тара-ра-ра-ра-ра-ра. Тара-тара-тара-тара-та. Так, ну все, выехали с Красной Поляны, с заправки и мчим домой в Адлер. Температура где-то сейчас +7. Полные заряды почти. Один аккумулятор полностью заряжен, а второй аккумулятор наполовину. Все, мчим. Проехали на данный момент 35 км. До Адлера 42 километра. Ну, не спеша, за часика 2 домчим. Завтра дожди и послезавтра.
Говорят, в Красной Поляне будет снег. Если в Адлере, в Сочи будут дожди, то там должен быть снег. Ну и температура опустится, будет, наверное, сегодня ночью было в Красной Поляне -1. То есть будет, наверное, да, -3 где-то. Похолодает. В общем, так. Солнце светит, ничего не видно. Так, ну а сегодня мы еще успеваем заехать на Имеретинскую набережную, посидеть возле моря, подышать воздухом морским, горным подышали, теперь морским. Да, вот так вот. Две дороги, два разных пути. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, это тоннельчик такой небольшой. Проедем сейчас его быстро. Полный заряд сил. Чай попили, кофе, шоколадки поели. Ха. Бутерброды там. Фильм часа 2 где-то смотрел. Зодиак называется. Триллер. Триллер, да. Каких-то с 80-х годов, что ли, или 90-х. Такой именно напряженный. Зодиак. Очередной тоннель. Короткий, да, такой. Раз-раз и уже выехал. Ну так это мы за 2 часа доезжали с Адлера в Красную Поляну, потому что когда туда едешь, подъемов больше, а назад, наверное, за часа 1,5 там мчим. 45 идем. Почему ты хороша, почему с тобою просто?
вышка. Туманчик там он в горах. Да, но там снег на Поликаря уже выпал. Ну, так там и высота уже 1500 метров. Да. Но подъем там обалденный. Нравятся вот мне такие подъемы. Лес. Тропа такая именно идет. Нормальная. Ну там местами есть тропа широкая, а есть тропа уже. Ну, в принципе, в целом бомба. И поднимаешься, класс. Так, темнеет раньше уже. Уже во сколько там? 5 часов уже садится солнце. И уже там в минут 10-15 уже темно. Да, зима, что? Уже почти зима. Надо уже выезжать. Если куда-то ехать, то выезжать уже надо пораньше. Вставать раньше. Пока дела там все поделаешь, и выезжать надо в час, а то и раньше. Мы зимой в Ялте выезжали на покатухе и в 11 утра, в 12, пока в горы поднимемся, часа два только подниматься там, допустим, пока там туда-сюда спустились, уже 4, уже темно. Да, подъемчик небольшой. Да, уже осень, все. Уже все такие деревья опавшие. Уже такой цвет черный. Уже зима вступает в свои права. Еще не полноценные, но потихоньку вступает. Контейнер справа. Что он там делает? Прям как с игры дальнобойщики. Где-то посеял в Красной Поляне, наверное, на спуске, переставлял батарею для GoPro. И, короче, в карман, и как-то раз, и видно, упала. И я не заметил. Заметил уже этаж там где-то внизу.
Короче, надо покупать батареи. Кстати, на вот покатушку одну 4 батареи не хватает. Надо 5. Одна батарея записывает... сколько же она записывает? Полчаса, что ли? Что-то такое. А еще если сейчас вот холодно, то она записывает меньше еще. Камера то тоже температуру чувствует. Вот так вот. Так что у нас 3 батареи, а надо еще 2 купить, чтобы было 5. Ладно. Колеса грязные. Ничего, помоем. Завтра дождь. Будет чем заняться. Вчера что-то не было интернета аж весь вечер. Лег спать уже и все равно не было. Что-то там как ремонтируют. На-на-на-на-на-на. Спуск пошел. 50 идем. Ох, красота какая, ляпота. Да, в Сочи, в Адлере, вот, в Красной вот Поляне, Абхазии, конечно, да, по-своему здесь интересно. По-своему горы эти, водопады, дороги широкие. Велосипедные маршруты всякие разные тоже есть. В Крыму по-своему хорошо, здесь тоже по-своему. Здесь он захотел, поехал в Абхазию, в Гагры, на Рицу, в Пицунду, в Новый Афон. Там своей природы сколько хватает. Только дорога на Рицу чего стоит. Но я уже понял, на Рицу ездить это... Вот у меня 2 стоит аккумулятора, и на одном аккумуляторе доезжаю до Гагры, а чтобы до Рицы доехать, это еще 40 км. То есть это еще надо полностью один аккумулятор спалить. Вот, а назад спускаться надо тоже. То есть надо с собой, чтобы было 3 аккумулятора. Один с собой еще возить в рюкзаке. Вот именно когда на Рицу едешь, надо, чтобы было 3 штуки. То есть
2 аккумулятора до Рицы. Потом спуститься надо. Один. Вот. И зарядиться надо. А зарядиться это перед Гагрой там, да. Ремонт, что-то ремонтирует. Вот, и получается заправляться до Гагры спускаешься, зарядился полный аккум и тогда приехал. Но это надо выезжать где-то в 5 утра, в 6. Потому что до Гагры с Адлера где-то часа 1,5-2 ехать. На Рицу подниматься 2 часа. Это уже 4 вот часа. Пока там на Рице там фото, видео, там погулять, посмотреть, подышать воздухом этим. Это уже 5 часов, ну 6 даже, да, 6. Вот, и потом спуститься еще надо часа 2. Это уже 8. Ой, 6 часов спуститься до заправки. И от заправки до границы 2 часа. Уже 8. И там от границы домой там где-то час где-то ехать. Ну, может, минут 40. Вот, то есть получается выезжать надо с самого утра. В Гагру можно с 2 аккумуляторами ездить. В Пицунду тоже. Но тоже все время надо выезжать рано утром. Чтоб не спеша туда-сюда зарядился, спокойно приехал. Перед тем, как уже начинает темнеть. Вот. Это что касается Абхазии. А что касается Красной Поляны, Роза Хутора, вот, то здесь проще в плане того, что есть поезд «Ласточка». И ты с велосипеда можешь доехать хоть в Эстосадок, хоть в Розу Хутор. И там кататься хоть на Красную Поляну 960, хоть на Олимпийскую деревню подняться. Вот, спуститься, доехать до заправки, зарядиться и домой в Адлер. То есть в Красную Поляну 2 аккумулятора хватает. О, тоннель длиннющий. Тоннель, да. Сколько он? Километров. Поворотник даже включил. Ничего себе. Правильно. Вот, да. Ой, ну тут шумно, да.
Да, тоннель так тоннель. Когда мы уже выйдем с этого тоннеля? Где конец тоннеля? Дайте свободу! Дайте свет в конце тоннеля! Наконец-то свет. Наконец-то. Фух. Выехали. Фух. Свобода. Аж легче стало. Так вот это и о чем. Да. Красную Поляну с двумя аккумуляторами можно ездить спокойно. Но это если на ласточке туда и назад уже сам. Ну или можно туда сам и назад сам. Но тогда до Розы Хутора, там до верха, там до Красной Поляны 960 будешь заряжаться долго. Вот. Ну, я ездил уже и туда полностью сам, и назад. Но, правда, я только ездил до Красной Поляны и до Эстосадка. А вот до верха, до горной Олимпийской деревни и 960 Красной Поляны я
полностью не ездил, чтоб туда и назад. Это просто по времени дольше, а темнеет то осенью раньше, а по темноте ехать тоже неохота. Поэтому, конечно, лучше туда на поезде. Вот, полчаса он туда идет с Адлера, 380 стоит билет, и назад уже сам. Вот так, самый такой идеальный маршрут. То есть можно и подняться полностью, вот как я вот сегодня приехал, встал там в Розе, хутор, поднялся до Краснополяны 960 и еще поднялся на водопад Поликаря на 1500 метров. Вот. И вот еду назад. Вот так прикольно, да. Ну и так же самое ездил поднимался до Горно-Олимпийской деревни. Там оно тоже от ЖД этого станции этой Краснополяна налево, а Олимпийская горная направо там дальше. Так, вот такие дела. Так, что у нас тут? Проехали 52 км. Пока 4 деления. Пасмурно что-то. Да, будет, наверное, ночью дождь. Хоть бы сейчас не было. Не, а тут, кстати, теплее, да. Тут, наверное, градусов уже 10. А может даже и 12. Стой, стой, стой. Я мчу. Фантазер. Да, туда подъем тут такой. А назад спуск. О, хорошо как. Колеса грязнючие. Ой. Тарат-та-та-та-тарат. Тарат-та-тарат-тарат-тарат. В общем, в следующем году в Адлер надо ехать с 3 аккумуляторами. Да. С 3 аккумуляторами. Чтоб в Абхазию спокойно ездить. Не сидеть часами на заправках. А больше проводить время в горах, там, на набережной там или где. Ох, красота! Спуск 50 км идем. Если педали подкрутить, можно и 60 разогнать.
Прямая пошла. Тара-тара-тара-та. Три деления. Да, в тот раз чуть дольше было. Там дальше было. Но в этот раз их холоднее же. В тот раз мы ехали, было теплее. На градусов 3-4 было теплее. Да, каждый градус, ветер, не ветер, все оно играет роль. Подъемчик небольшой. КамАЗы, фуры. Я так долго искал свой идеал. Душа в рай, жить край, седой, седой, без тебя. Ох, какой-то спорткар. Что это они габариты повключали? Что, уже прям темно так? Еще рано. Вроде как. А ну-ка посмотрим. А ну да, можно уже включать. Душа в рай, край, немного седой, могу без тебя.
Тара-тара-тара-та. Что-то тут полиция, что-то тут. Адлер налево. Нет, нам прямо. Душа в рай. Край. Искал идеал. Так, Адлер, да. Или налево, или прямо. Но мы прямо едем, да. Так лучше. Здесь и меньше машин. Ну и такая дорога ровная почти. А там что-то повороты туда-сюда. Три деления. Да. Без тебя. Скоро мы включим габариты, фонари. Сейчас тут будет скайпарк, а вон он. Скайпарк. Мост, подвесной мост. От этого места домой 15 километров. Тара-тара-тара-та-та-та. Да, колеса, конечно, грязнючие. Ну а что там, лес, грунтовка, где-то мокро, налипало. Та-та-та-та-та-та. Туристы стоят, курят, отдыхают. Так, еще 3 деления пока. Это хорошо.
тоннельчик небольшой. Проехали уже 60 километров. Ну, здесь тоннель короткий. То есть ширина его короткая. Стой. Где-то далекий берег. Скоро будет темно. Фух. Три деления еще. Это хорошо. Значит, на одном аккумуляторе, даже сейчас, когда чуток похолодало, даже на одном аккумуляторе с заправки можно домчать домой. 42 км. Нормально. Так, надо встать, включить, посмотреть Сириус, как выехать. Как на Адлер я-то уже в курсе, а вот на Сириус как, где там сворачивать. О, ямка, сучка. Надо посмотреть. Где-то далекий берег, вы подскажите нам. Колесо надо подкачать, что-то спускает. Что-то там не в порядке. Кафешка это, ага. Ну, сейчас машин меньше, да. Два деления.
Ту-ту-ру-ти. Так, надо уже включать огни. Сейчас станем дальше там, подключим огоньки.